рождаемости сохраняется на уровне 1,5, 1,51. В Дальневосточном федеральном округе отмечаются общероссийские тенденции в области рождаемости, однако ситуация существенно гораздо более благоприятная, и по сравнению с 2015 годом уровень рождаемости в округе снизился на 12,8%, в то время как в целом по Российской Федерации снижение составляло порядка 15%. Интенсивность вторых рождений по сравнению с 2015 годом снизилась на 17%, по Российской Федерации в целом на 24,2%. И, к слову, третьих рождений выросло на 29,2%, а по Российской Федерации на 18,2%. Положительная динамика третьих и последующих рождений во многом, разумеется, обусловлена специальными мерами поддержки семей при рождении третьих и последующих детей. Это еще раз подчеркивает, что все эти меры на Дальнем Востоке работают. Достижение максимального демографического эффекта от реализации федеральных мер должно обеспечиваться за счет реализации значимых для населения региональных мер, учитывающих особенности демографических процессов в регионе. Государственная социальная политика направлена на постоянное расширение и совершенствование мер поддержки семей с детьми. И работа по выработке новых решений, направленных на улучшение демографической ситуации, остается в числе одной из самых приоритетных задач и, разумеется, будет продолжена. Спасибо. Андрей Игоревич, огромное вам спасибо. И на что я хотел бы обратить внимание? На очень высокое качество презентации и аналитики, которая представлена в вашей докладе и в докладе Марата Маратовича. Мне кажется, что для участников мы вряд ли смогли оценить их сейчас полноту. Было бы неплохо ознакомиться или, по крайней мере, в доступе, выложить где-то в доступе на сайте Министерства, корпорации по развитию Дальнего Востока, потому что это очень существенная часть ваших выступлений, безусловно. Огромное спасибо вам за то, что вы сказали. Спасибо. Сергей Игоревич, ну и подробнее мы, понятно, об этих мерах с вами поговорим на дискуссионной. Обязательно. А я бы, в свою очередь, вот уже как представитель общественности отметил следующее. Уже второй раз за сегодняшнее пленарное заседание отмечалось, что рождаемость на Дальнем Востоке снижается, но не такими темпами, как по Российской Федерации. Более того, мы впервые вышли на показатель, который предусмотрен концепцией демографической политики. О чем это говорит? О том, что меры социального воздействия, это как проекты социального воздействия, о которых говорил только что Владимир Викторович, не работают. И когда я говорю о том, что Дальний Восток это витрина демографической политики, витрина демографическое решение, но когда вы заходите в магазин, вы должны точно знать, что там вы будете видеть те товары, те решения, которые есть на витрине. И, может быть, вот мы поговорим об этом, о том, что необходимо распространить эту лучшую практику на всю Российскую Федерацию. У нас вот присутствует Анна Вячеславовна Тимофеева, заместитель председателя правительства Новгородской области, а мы знаем, что губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин является руководителем комиссии «Социальная политика Государственного совета Российской Федерации», который тоже занимается одной из главных задач, которая демографическая политика, которая нам постоянно напоминает, что меры должны быть для всех регионов, а не только для региона Дальнего Востока, тем более, что мы знаем, что в Центральном федеральном округе, наверное, еще более сложная ситуация в Северо-Западном федеральном округе, чем на Дальнем Востоке. Вот предложение такое, поговорить об этом и предложить, что все-таки сказать, что лучшее решение Дальнего Востока мы вполне могли бы транслировать. Тем более, что завтра мы будем участвовать онлайн в заседании комиссии вместе с вами, вместе с Анной Вячеславовной. Если принимается, то мы поддержим эти инициативы. Идем дальше. У нас очень жесткий тайминг и 3 выступающих до кофе-брейка. Павленко Валентина Николаевна, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, о законодательном обеспечении демографического развития Дальнего Востока и Арктики. Конечно, раскрыть тему в только короткое время, думаю, вряд ли получится, но мне кажется, что вы сможете. Я возьму столько, сколько надо. Я не совсем согласна. Не могут быть отношения средние по Российской Федерации, характеризующие сегодня ситуацию не только демографическую, а ситуацию уровня жизни, от которой зависит демография. Поскольку стоимость жизни в арктических территориях, а Дальний Восток это сложный федеральный округ, это и арктические территории, это и крайний север, и приравненные к ним
местности. И еще раз подчеркиваю, статистика показывает, что в зависимости от статуса территории уровень жизни отличается от 1,2 до 2 раз, поскольку здесь жизнь дороже. Поэтому применять нужно именно с учетом вот этих вот особенностей, той специфики, которая сегодня есть. Действительно, выступления показали и еще раз доказали, что очень много делается по линии правительства для того, чтобы поддерживать семью, решать демографические задачи как приоритетные. Особый приоритет это сейчас. Но я должна обратить внимание на то, что и приняты очень серьезные документы, которые касаются развития арктической зоны. Программа, значит, и перечень мероприятий, которые должны быть выполнены. Если говорить о законодательной деятельности, как законодатель могу сказать, что, во-первых, я очень благодарна Республике Саха-Якутия и руководству республики в лице президента и правительства Илтумена, потому что самые сложные вопросы, когда нужна экспертная оценка на местах, они практикуются как раз и обсуждаются именно здесь, на выездных наших встречах. Могу напомнить, что когда мы рассматривали проект закона очень сложный о поддержке предпринимательства в арктической зоне, и тот первый вариант, который предлагало правительство, мы его отвергли. Работали уже вместе с Министерством по развитию Арктики и Дальнего Востока, вместе с нашими коллегами и в Саха-Якутии, и в других арктических регионах. И получился тот законопроект, который сейчас уже работает и который приносит результат, но это еще не все и далеко не все. Мы вместе проработали и закон об арктическом гектаре. Вчера у нас на заседании комитета вместе с министерством мы рассматривали уже исполнение этого закона и принимали те решения через поправки, которые будем рассматривать в весеннюю сессию для того, чтобы практика исполнения этого закона, она позволила бы нам внести те коррективы, которые бы более быстро решали эти задачи и квалифицированно бы решали. Поэтому такая работа продолжается. Но хочу отметить следующее. У нас ведь долгоиграющей темой является тема поддержки предпринимательства малого и среднего бизнеса в северных арктических регионах. Почему? Потому что у нас структура заработной платы, она включает и районные коэффициенты, и процентную надбавку. А если вычислить вот эти составляющие из общего фонда оплаты труда, ну, реально из кошелька работника, который получает эту заработную плату, то это в лучшем случае минималка. В худшем случае это просто скрытый найм людей. А почему? А потому что сегодня конкурентоспособность наших предприятий и организаций, которые находятся вот в этих сложных природно-климатических условиях, она, по сути дела, сегодня препятствует развитию бизнеса. Поэтому мы неоднократно говорим об этом. Я думаю, что пора настало посмотреть с тем, чтобы определить меры поддержки предпринимателям мелким и средним, для того, чтобы компенсировать за счет иных источников ту часть затрат, которые идут на государственные гарантии компенсации. Сегодня очень хорошие примеры развития Дальнего Востока, связанные с теми решениями, которые принимались. Высокий уровень заработной платы действительно это реальность, но это касается только добывающих отраслей. Рост там где-то почти на 33% за последние 2 года. Но у нас ведь не только добывающие отрасли, ту часть, о которой я сейчас сказала, не буду на это тратить время, но у нас очень большая масса населения, людей работает в бюджетной сфере. И мы говорим о том, что давно пора, перезрела реформа заработной платы, которую нужно проводить в бюджетной сфере, для того, чтобы, отталкиваясь от минималки, с учетом профессионального уровня, стажа работы, нагрузки, видно и четко и ясно было, за что получает учитель, сколько и сколько, к чему он может стремиться, врач,
сколько получают работники культуры, социальной сферы. Сейчас все это перемешано. Когда мы обсуждали эти вопросы в Государственной Думе, нас успокоили над тем, что в медицине сейчас идет эксперимент в 7 регионах. Уже прошло несколько лет, но пока что результатов этого эксперимента мы не видели. Поэтому как бы вот эта проблема, о которой я должна сказать сегодня, которая нас очень волнует, я думаю, вместе какие-то решения мы должны принять по итогам демографической нашей конференции всероссийской, поскольку это проблема государственная, российская, эта проблема перезрела. В стратегии развития арктической зоны есть такое поручение, 48-й пункт, разработать новые социальные стандарты. Значит, новая система социальных гарантий, так правильнее сказать. Но на сегодня даже нет, по сути дела, никаких первоначальных предложений для того, чтобы у нас была возможность посмотреть, что это будет. Вообще население севера Арктики, оно боится этого. Боится почему? Боится потерять все-таки те преференции, которые сегодня есть, пусть они незначительные, но они сегодня есть. Поэтому поручение это выполнять все равно нужно, это поручение президента. Я думаю, что мы вместе с вами обязаны и должны все это отработать. Сегодня мы говорили на этой площадке, что волнует сегодня людей. Волнует стоимость жизни. 82% населения федерального Дальневосточного округа, оно как приоритетный ставит этот вопрос. Поэтому вот этот комплекс мер, который реально влияет на демографическую ситуацию, на привлекательность дальневосточных регионов, на развитие их, на выполнение тех амбициозных планов, вот эта тема, она должна быть обязательно у нас, по сути дела, не просто отражена, а вообще мы какой-то толчок для продвижения вот этих вот задач мы должны решить. Мы не должны забывать и о старшем поколении, потому что демография – это действительно возраст проживания, это то, к чему мы стремимся, решая комплекс задач, связанных с улучшением ситуации в здравоохранении. Мы видим, что сейчас очень много сделано, и сделано как раз и не только в Якутии, но сделано и в других регионах Дальнего Востока, да и по Российской Федерации. Но на сегодня наших жителей арктических и дальневосточных, конечно, волнует тема пенсионного возраста. Мы вынуждены были принять этот закон. Нам удалось отстоять право женщин, которые имеют 2 и более детей, сохранить право выхода на пенсию в 50 лет. Это было непросто, но это сделано. Мы все-таки решили вопрос положительно по коренным малочисленным народам и ряд других возможностей. В течение 2,5 лет наш комитет проводит мониторинг влияния этого решения на состояние нашего населения. И я должна сказать, что мониторинг показал, что повышение пенсионного возраста, оно касается только 20% населения Арктического и Крайнего Севера. Значит, есть такое на сегодня мнение о том, что нужно вернуться к рассмотрению вот этого закона в части населения, хотя бы начинать с арктических территорий. Если взять за 100% численность населения у нас, то получается, что сохранены пенсионные права, конечно, для тех, кто уже их получил, кто получает и трудовую пенсию, и получает другие виды пенсионного обеспечения. Это те, кто армия, правоохранительные органы, силовые структуры и так далее. Это те, кто работают во вредных условиях по спискам 1 и 2. Это женщины, о чем я говорила. Это коренные малочисленные народы. Ну и, конечно, мы не брали в расчет детей от 0 до 18 лет, потому что неизвестно, что будет через 50 лет, там, какие будут у нас нормы законодательные, и как мы будем эти решать проблемы. Но вот получилось так, что всего лишь 20%, а тема такая, она достаточно волнительная. Это тоже отношение к старшему поколению, это тоже отношение, имеющее прямое влияние на демографические процессы, которые происходят в нашей стране. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить и первого президента Республики Саха-Якутия,
поскольку мы с ним были коллегами в Государственной Думе, и в то время наша задача была не допустить, чтобы северные государственные гарантии исчезли. Мы вместе работали над этой темой. А сейчас настала пора работать вместе над совершенствованием этого законодательства, и мы к этому готовы. Спасибо. Мне кажется, здесь нет противоречий, потому что в концепции демографической политики Дальнего Востока заложена модель опережающего демографического развития, не только социально-экономического развития, безусловно, повышенных социальных гарантий. Но это заложено именно с той целью, чтобы потом эти модели распространять и в других регионах Российской Федерации. Но очень важно, конечно же, думать о будущем детей, и о будущем это наши дети, и Гордеева Марина Владимировна, председатель правления Фонда поддержки детей, находящаяся в трудной жизненной ситуации, сейчас